Шумбрата да кельгам и ялгат, шумбрата да векчики викс оят. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь с вами находимся в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье». И сегодня я вам расскажу об обычаях и обрядах, связанных с баней. Бани у Мордвы известны в древности. Давным-давно бани строились в основном по берегам рек, возле водоемов. Были они небольшого размера, чаще были полуземлянками, а в них ставились небольшие каменные печи, которые топились по-черному. Баню издревле Мордва любила, уважала и даже немножко боялась. Считалось, что в бане обитают множество различных существ, как добрых, так и плохих. Покровительницей бани считалась богиня бани, Банянькирди, как говорили по-мордовски, Банява. Ну, а позднее появился такой персонаж, как Банятя, который вот сейчас находится возле меня, которые и являлись хранителями бани. Ну, подробнее об обычаях и обрядах, связанных с баней, мы поговорим внутри. Итак, мы с вами находимся в Мордовской бане. И эта баня по-белому. По-белому это значит печь здесь с трубой. И когда баня топится, то дрова закладываются вот в это отверстие, и дым весь выходит через трубу. Стены здесь чистые, не закопченные. Ну, как я уже говорила, что баню Мордва любили, уважали и немного боялись. Баня считалась нечистым местом. А почему? Я расскажу вам по порядку. Бани были не в каждом хозяйстве. Бани были у зажиточных крестьян. И баню топили не так часто, потому что дрова очень экономили. Но коли уж затопили баню, то старались пригласить помыться всех соседей, родственников, чтобы, как говорили, пар зря не пропадал. Баня у Мордвы считалась нечистым местом. Почему? Потому что здесь проводились все нечистые, как полагали раньше люди, обряды. Здесь знахарки, бабушки, которых называли содотят, в переводе с мордовского «знающие», лечили людей от всех болезней. Потому что баня, наверное, для этого была самым удобным местом. Здесь было всегда тепло. А здесь можно было так натопить печь, что температура достигала в бане высоких пределов, и можно было человека здесь попарить, вылечить от различных болезней, от простудных заболеваний. Для этих целей бабушка не только наговаривала водичку и заваривала веничек покруче, но и использовала массаж, растирала тело, например, больного различными животными жирами для того, чтобы излечить его от той или иной болезни. В бане человек очищался как физически, так и духовно. Во-первых, он здесь мылся, да? А раньше в основном бани топились по-черному. В бане был низкий потолок, всегда было жарко и темно. Поэтому люди считали, что в бане обитает банный дух, богиня бани, Банява. Считали, что эта богиня может быть как злой, так и доброй. И поэтому, заходя в баню, люди просили богиню Баняву не навредить, подать им здоровье, и чтобы помыться и уйти целым и невредимым из бани. Почему такое было? Потому что часто раньше люди не знали, что можно было просто-напросто, когда раньше времени придешь в баню, можно было просто угореть. А угорали, когда рано закрывали заслонку, и весь угарный газ шел в баню. Поэтому знающие банщики, заходя в баню, первым делом открывали вот эту дверцу, в которой находились
и находятся природные камни, сюда поддавали горячую воду, и выходил пар. Вот так до 3 раз делали, чтобы самый плохой угарный газ вышел. Дверь, конечно, при этом открывали. А уже только потом начинали париться и мыться. В баню никогда, конечно, не отпускали одних детей. Но опять же объясняли это тем, что банява может навредить детям. Но на самом деле люди давно заметили, что, конечно же, ребенок в бане может обвариться или опять же ему может стать плохо в бане. Поэтому, конечно, вместе с детьми детей сопровождали в баню. Баня считалась нечистым местом еще и потому, что здесь проводились все такие нечистые обряды, как роды. Роды тоже считались нечистым обрядом. А раньше женщины, конечно же, не было ни роддома, ни специальной больницы, и женщины рожали где придется. Но если уж им повезло, то они рожали в бане. Когда у женщины начинались схватки, обязательно звали специальную бабушку, опять же, повитуху, ту же Содотя, знающую женщину, которая приходила и руководила всем процессом родов. Под ее руководством топилась баня, и баню топили очень тщательно, очень хорошо. Нужно было прогреть максимально помещение это. Для чего? Для того, чтобы, наверное, обеззаразить его, для того, чтобы лучше нагрелась баня, чтобы роженица не простудилась. По мордовским поверьям нужно было 7 раз протопить баню. Ну, как 7 раз? Нужно было 7 охапок дров принести и подбрасывать в печь, чтобы баня хорошо протопилась. Потом, конечно, баню мыли, на пол стелили чистую солому, и если женщина успевала, то она рожала в бане вот здесь, прямо на полу. Бабушка-повитуха старалась облегчить этот процесс. Для этого, опять же, читались разные молитвы, заговоры. На роженице, чтобы облегчить ее роды, расстегивались все пуговицы, все пояса снимались, распускались волосы, для того, чтобы было ей легче родить. Вот таким интересным местом является баня. Роженица после того, как родила, она тоже еще считалась нечистой, и поэтому сразу в дом пойти она не могла. До 3 дней она должна была с ребенком находиться в бане, и за все это время за ней должна была ухаживать эта бабушка, которая помогала при родах. Как только мордовские младенцы появлялись на свет, их тут же парили по мордовским обычаям. Вот этот обычай только у мордвы присутствует. Младенцев парили на полке. Ну, как парили? Наверное, не сильно, а слегка брали веник. Для девочки березовый, чтобы она росла стройной и красивой, как березка. Для мальчика дубовый венчик готовили, чтобы он рос сильным, как дуб, и высоким тоже, могучим. Если ребеночек рождался слабым, то в ход шел веник из рябины. Почему именно из рябины? Потому что рябина у мордвы считалась деревом, которое охраняет от злых духов. И, конечно же, люди раньше верили, что не понимали они смысл болезни, или ребеночек, может быть, недоношенный родился, или больной. Они думали, что если ребенок умирал, то это духи во всем виноваты. И поэтому, чтобы оградить от всего плохого, в ход, например, шел рябиновый веник. Конечно, младенцев тут же мыли, и находились они с матерью до 3 дней в бане. Бывало так, что раньше младенцы часто умирали, особенно если первый ребенок, которого женщина так ждет. Конечно, существовали различные обряды для того, чтобы оградить ребенка и мать вот от такого горя. Например, считалось, что если женщина рожала в бане, то обязательно должна была провести такой обряд. Если ребенок умирал, считалось, что это банява забрала ребенка,
потому что разозлилась, что женщина находилась здесь у нее в бане и не отблагодарила как следует. И для этого делали такой обряд, когда обманывали просто баняву. Женщина после 3 дней из бани уходила в дом. Повитуха брала младенца и выносила на улицу. Там она ребеночка отдавала мимо проходящему обычному мужчине. Специально договаривались. И женщина должна была своего ребенка выкупить у этого мужчины за деньги. Так считалось, что женщина как будто бы не сама родила, а купила его, или вообще ребеночка подбрасывали в тот дом, откуда рожавшая женщина. Вот так запутывали следы, обманывали баняву, чтобы она не пришла ночью и младенца не умертвила. Вот такие охранительные обряды существовали в древности у мордвы. Еще баня считалась нечистым местом, потому что здесь гадали. В доме, конечно же, не разрешалось раньше гадать, родители взрослые это не приветствовали, а девушкам молодым страсть как хотелось гадать. На что гадали раньше молодые девушки? Конечно же, как и сейчас, они гадали на суженых. Обычно девушки собирались здесь на гадальную неделю, конечно, предварительно спросив разрешение у взрослых, собирались в предбаннике, зажигали свечу, приносили с собой угощение, чай пили и при этом гадали. Было страшно, было весело, жутко. Например, гадали так на суженого. Расскажу вам такое гадание. Предварительно в темную баню заводили по представителю от домашних животных. Например, кого разрешали родители. Там петуха, барана, может быть, даже поросенка, кошку, собаку. И девушка, там, например, загадав, каким будет мой муж, должна была сбежать в темную в баню, и кого первым она на ощупь поймает, такими характеристиками и будет обладать ее будущий муж. Если она поймала гуся, например, то муж будет важным, как гусь. А если она поймала собаку, то муж будет дрочливым и скандальным. То же самое касалось, если поймает девушка петуха. Если поймала барана, то муж будет богатым. И так далее. Вот видите, какие развлечения существовали раньше у мордовской молодежи. С баней очень много обрядов различных связано. Вот, например, перед свадьбой обязательно топилась девичья баня. Называлась она стирень баня, тетерень баня. Девушка перед свадьбой должна была обязательно пойти в баню со своими подругами. Брали множество различных угощений. Девушка должна была идти в баню с непокрытой головой. Здесь подруги ее мыли, а она должна была в бане причитывать и прощаться в очередной раз со своим девичеством. И заходя в баню, девушка обращалась к хранительнице бани, баняве. Какие слова она говорила, послушайте. «Хранительница бани, матушка, хранительница бани серебряная, поверху идет твой горячий пар, посредине идет твой дым, по самому низу идет твой дым, по самому низу идет твоя пыль. Горячим паром обдай меня, дымом своим выкраси меня, зольной пылью покрой меня». Когда девушка выходила из бани, она обязательно должна была поблагодарить богиню бани Баняву за то, что она... что вообще этот вечер девушка провела в бане. И чтобы хорошо ей в дальнейшем жить, чтобы муж у нее был добрый, хороший, она обязательно благодарила Баняву такими словами. «Хранительница бани, матушка, хранительница бани серебряная, тяжелое сердце мое облегчилось, темное лицо мое посветлело. О, спасибо, спасибо, хранительница, спасибо, что вымыла, вытерла, как крупинка, просеянная я стала». Почему же так девушка переживала перед своей свадьбой раньше? Да потому что, как вы знаете,
может быть, кто-то слышал, а кто не знает, в баню замуж выходили раньше чаще не по любви, а по сговору родителей. Но это уже другая тема. Обрядовые бани топились очень часто. Например, опять же, после свадьбы обязательно на второй, третий день топилась одыревань баня, когда все, то есть баня молодушки она называлась, когда все женщины со стороны мужа уже с новой снохой шли в баню. Здесь они, так скажем, знакомились с ней, смотрели, как сложена девушка, красива ли она, готова ли она к рождению детей. А, конечно, внешность раньше играла большое значение. Ценились девушки статные, полные, считалось, что именно такие смогут родить здоровых детей. И вот здесь происходило в бане знакомство с молодушкой. Бани топились и для умерших предков. Обычно такие бани топились на Страстную неделю, то есть совпадали они с Страстной неделей. Большое моление устраивалось поминальное в честь вот умерших предков. И в этот день, когда проводилось это моление, сначала ходили на кладбище, поминали там всех своих дедушек, бабушек, а потом приходили домой и топили баню. В этот день считалось, что в этот день нужно помыться всем. Почему? Потому что считалось, если в этот день ты не помоешься, то твои умершие предки тоже останутся немытыми, и они обидятся на тебя. А умершие предки у мордвы ценились также, то есть умерших предков мордва уважала, и она считала, что они как божества могут помочь в том или ином деле и заступиться и за них там наверху, на том свете. Поэтому в этот день шли в баню обычно так. Несколько человек, например, мужчин или женщин, начинали наливать воду и приглашали умерших предков. Приходи и ты, там дед Николай, Василий, со мной наливай воду. И начинали париться и говорили: пойдем и ты со мной париться. То есть каждое действие нужно было совершить со своим умершим предком. Вот такие интересные обряды проводились в бане. Помещение бани, конечно, было не таким большим, как здесь у нас, но парилка и моечная тоже находились в одном месте. То есть не как сейчас стараются разделить чаще, да? Раньше находилось все в одном месте. Здесь на полу мылись, на полке парились. Веники заготавливали для бани обычно на Духов день. Считалось, что эти веники освященные и очень хорошо помогут для здоровья. Еще хотелось бы рассказать про обряд, как лечили детей. Очень интересно. Например, когда ребеночек заболевал, то его несли в баню. Опять же, баню топили, и нужно было собрать камни с 3 бань для того, чтобы процесс лечения прошел хорошо. Потом нужно было из 3 веников сделать 1 веник. Для девочки, опять же, березовый, а для мальчика дубовый. И попарить ребенка в такой бане. Ну, при этом, конечно, говорились заветные молитвы, слова, после чего ребенка укутывали, конечно, в пеленку и выносили из бани. А дверь крепко-накрепко закрывали. Считалось, что таким образом болезнь останется в бане, и постепенно здесь она отсюда, выветрится, уйдет. Когда бабушка или женщина, которую называли содати, лечила ребенка таким образом, то мать должна была обязательно помогать ей в этом. Бабушка заговоры читала, венчиком парила на полке, а мать должна была поддавать горячий пар, чтобы ребеночек исцелился. Вот такие интересные, необычные обряды проводились в мордовской бане. В
следующий раз мы с вами поговорим об обычаях и обрядах, связанных с хозяйственным двором. Ну, а теперь давайте прощаться. Вася Демазунка. До скорых встреч!